Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». И сегодня у нас в гостях Иван Христофоров-Сайер, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СОРАН, докторант Московского государственного университета имени Ломоносова. Добрый день, Иван! Здравствуйте! Спасибо большое, что согласились на интервью. Пожалуйста, расскажите немного сначала о себе, где вы родились, где получали образование. Родился я в городе Якутске, четвертым ребенком в многодетной семье, младший. Родители в 1968 году переехали в Якутск и здесь образовали семью. Касательно образования, я немного хотел бы расширенно сказать, потому что роль учителя и роль вообще образования в становлении личности — это очень важно, и многие семьи недооценивают этого. В школу я пошел в 23-ю, среднюю общеобразовательную школу, и мне повезло первые 3 класса учиться у Алёхиной Музы Викторовны. Я это очень хорошо помню, когда мы пришли учиться, ей уже было 58 лет, и были со мной ученики, родители которых у нее тоже проходили первые 3 класса. И это именно любовь к знанию, стремление к знанию прививает именно первый учитель. Первый учитель очень важный, я считаю. И в 8 классе была как раз Баракова Татьяна Геннадьевна. Это учитель математики. Она была нашим классным руководителем. Кроме у учебной части у нас очень много было выездов на природу и так далее. То есть это объединяло одноклассников, и любовь как раз именно к математике привила именно она. К точным наукам, и как опытный педагог. И благодаря именно ей мне удалось подготовиться хорошо по математике. И с 9 класса я поступил уже, родители, то есть мама в основном как раз направила на РФМШ, назывался, Республиканский физмат-школа. Сейчас он называется, конечно, Республиканский лицей-интернат. Был очень серьезный конкурсный отбор. Мощная школа, я скажу, не только по знаниям, но и вообще в целом методисты хорошо работают. Это целая, как семья, целая жизнь с разными мероприятиями, физмат-боем, балами и прочее. Отдельно, конечно, можно сказать, что все параллельные классы, 6 классов, мы все друг друга знаем. И знаем также и, грубо говоря, 5 выпусков. После выпуска школы каждый год проводился СЭХ для студентов и для школьников. И, грубо говоря, мы все выше 3 курса и ниже 3, мы все друг друга знаем очень хорошо. И, конечно же, это именно педагогика. Это я запомнил, конечно, это Потапов Виктор Филиппович, учитель физики, учитель учителей. И по математике это Миронова Иза Николаевна. И также Шамаев Иван Иванович, конечно, он давал мат-анализ. Многие сейчас дети говорят, зачем мне эти некоторые предметы, потому что они мне не пригодятся в жизни. Это, конечно, совершенно неверно, потому что именно они позволяют расширять. Это как тренировка мозга. Грубо говоря, чем сложнее предмет, тем сложнее задачи ты решаешь, тем у тебя образуются более глубинные такие нейронные связи в мозгу. И потом и в быту ты решаешь проблемы, допустим, можешь решать их неординарно. Поэтому именно тренировка мозга в детстве и так далее, и подбор именно учителей, я могу сказать, что 4-5 учителей, которые формировали меня в школе, как личность. Да. Далее это был университет, следующая ступень. Поступил я в физико-технический институт, раньше это был физфак, это в ЯГУ, на кафедру радиофизики и электроники. Я успешно закончил с красным дипломом, получал лауреат гранта президента и сертификатом о научной деятельности. Диплом защищал в Институте космофизики. Я 2 года жил в Актёмцах, там есть якутская комплексная установка широких атмосферных ливней. Мы исследовали как раз космические лучи, которые сверхвысокой энергии проникают через атмосферу и падают на поверхность Земли. Это, кстати, уникальная установка, таких установок всего 3 в мире. И на этой широте мы определяли, у меня там была такая дипломная работа, связанная с высокими энергиями частиц, то есть определение зенитного, азимутального угла. Это такая фундаментальная наука, которая определяет, где у нас в космосе произошли большие вспышки, когда звезды взрываются, приходят космические лучи. Есть даже частицы, которые проникают насквозь всю земной шар, и мы регистрируем, это мионный детектор, регистрируем, грубо говоря, когда в Бразилию падает и выходит в нашей территории, и как раз мионные детекторы фиксируют эти лучи. Очень интересная тоже наука. Думаю, что многие слушатели, как и я, наверное, впервые услышали, что у нас в Актёмцах есть такая установка. Это как раз тоже филиал Института космофизики и аэрономии Сибирского отделения Российской академии наук, который у нас базируется.
Предзащиту я проходил в Новосибирске, в Академгородке. Ну и в Томске, там есть Томский политехнический университет, там проходил предзащиты. Но защитился я уже в Барнауле. Это кандидатская диссертация у меня по геофизике. И вообще я георадарщик. То есть, это один метод георадиолокации, это один из методов электроразведки. И так как я являюсь радиофизиком, это распространение радиомагнитных волн, электромагнитных волн, то есть радиоволн в среду. Грубо говоря, в геологическую среду там до 30 метров излучаем, это как томография Земли, грубо говоря. И это кандидатскую там защитил. Сейчас я работаю уже на докторской в Московском госуниверситете в части применения георадаров в водных объектах суши. Это, грубо говоря, озера, реки и так далее. Да, Иван, у вас замечательное образование, такое фундаментальное, глубокое. И хотелось бы узнать, чем же вы сейчас занимаетесь, в чем состоит ваша работа на данный момент. Как я уже сказал, моя сфера — это георадар. Поэтому есть два аспекта. Первый — это разработка георадаров, то есть антенн и прочее. И вторая — это применение разработанных георадаров в различных приложениях. Это в геокриологии. Геокриология — это у нас мерзлотоведение. Это касается и изменения климата, мы определяем. К примеру, я могу сказать, что мы работали хребет Кадар, это Забайкальский край, там есть южные ледники, они сейчас сильно тают. По распространению, то есть по космоснимкам, если смотрят там за последние 50 лет, они сильно изменились, грубо говоря, уменьшились на 40%, то никто не знает глубину этих ледников. И с помощью наших георадаров мы совместно уже более 15 лет работаем с Институтом приборостроения, это он преобразовался, логические системы называется. Это в Подмосковье, в Раменское. Это Жуковский, город Московской области. И там разрабатывают георадары. Это единственная компания в России, которая разрабатывает георадары. И мы с ними уже как раз лет 15-20 сотрудничаем. И мы, применяя эти георадары, определили мощность. То есть определили, каким же образом лежит этот ледник. То есть его структуру полностью и его мощность. Таким образом, можно в дальнейшем определять, насколько он изменяется по мощности, то есть как он меняется. От этого можно уже судить и о климате, влиянии глобального потепления, которое сейчас происходит, на изменения таких. Это как лакмусовая бумажка климата на всей Земле. Именно они очень остро реагируют, это южные ледники. Это одно из приложений. Касательно также, именно непосредственно чем это я занимаюсь, это применение георадаров в водных объектах. Это, к примеру, инженерное приложение, это те же магистральные газопроводы, нефтепроводы, линии электропередач, кабели, мосты и прочее. Все инженерное строение, линейные инженерные сооружения, которые переходят через крупные водотоки, это реки, озера и прочее. Там необходимо их обследовать как для безопасной эксплуатации. Таким образом, мы проводили работу совместно с Сахатранснефтегазом. Эти два магистральных газопровода, которые газифицируют заречные лусы, мы проводили там работы по обследованию. Было весьма успешно, могу сказать без лишних слов, предотвратили 3 аварии, тоже благодаря этим работам. Поэтому многие, кто применяет компании и научные разработки, это намного эффективнее, чем выходит, чем, допустим, не применять именно адаптированные разработки именно для нашей территории. Это такие приложения. Также научное сопровождение моста, мостового перехода, который сейчас через Лену проходит, тоже мы обследуем. Линия электропередач, которая сейчас стоит возле Табагинского мыса, она тоже в состоянии весьма сомнительные, там тоже мы обследования проходим совместно с Якутской-Энерго. И другие различные работы, связанные уже с геокриологическими процессами. Это образование карстовых воронок, допустим, сейчас провалы тоже очень беспокоит население. Опять же, образование разнообразных, допустим, грубо говоря, в Центральной Якутии у нас 50% пашень, пахотных угодий приходит в негодность, то есть уже техника не может на них работать. Образуется, то есть идет протаивание сильное и изменяется рельеф, то есть ландшафт. Также это большая проблема и как раз в Чуропчинском районе, молодежный поселок, и так далее. Это тоже мы применяем различные геофизические методы для определения, насколько изменяется сезонно-талый слой, насколько там находится большое количество льда в породах и так далее. И также, конечно же, инженерное строение, это инженерные изыскания, к примеру, это 19 корпус, 202, 203, там разные. Мы тоже обследуем по определению устойчивости фундаментов. Тоже это отдельное направление. Это очень хорошо, что вы отметили именно такой прикладной характер нашей науки. Потому что, мне кажется, широкие слои населения не всегда в курсе, чем же занимается наше научное сообщество. Оказывается, слушая вас, складывается такое ощущение, что действительно это все используется и в жизни у нас на севере, и важно также для мирового сообщества, что касается экологической тематики и так далее.
Хотелось бы спросить, что вот вам больше всего нравится в вашей работе? Я могу сказать, что отец приучил меня вот говорят, любовь к природе. Да? Наверное, именно правильное отношение жизни в гармонии с природой, потому что часто меня отец брал с собой на охоту, как бы. Я видел, как он и его друзья там очень бережно относятся к природе. Мой отец привил мне любовь к природе. И поэтому вот это у нас уникально. Я во многих странах был, там работал, в некоторых жил в странах. У нас уникальная природа, мы недооцениваем нашу природу, как бы уникальную в плане такую, можно сказать, дикую. То есть фактически есть места, где вообще не ступала нога человека. В первую очередь я уже точно выяснил, определил, что я пойду в науку. И также мне очень как бы именно геология нравилась, как бы, в плане, что есть полевые выезды, длительные экспедиции. Поэтому в этой части я уже как бы не сомневался и выбрал вот профессию вот именно геофизика, именно в части вот георадаров, и где есть такие длительные экспедиции. Действительно, мы много где были, и, допустим, и арктические экспедиции были у нас, и горные, мы были и в Алмате, там на ледник Городецкого, это Заильский Алатау. Были и в Тибете, в тибетском плато, там на высоте 4700 мы там 3 недели работали. Тоже там уникальный проект был, это связано со строительством высокоскоростной железной дороги Москва-Пекин. Это еще, конечно, не было подписано, но тем не менее КНР, наши соседи, начали уже строить эту дорогу и столкнулись с серьезной проблемой. В высокогорье есть тоже мерзлота. Примерно 100 метров, она вялая мерзлота, там -1, -2 градуса и сильно меняется от погодных условий. И там действительно, вот, если поднимаешься на высоту больше 4000 метров, у них дороги, несмотря на технологии все, такие же, как у нас там, в районе, грубо говоря, там, где есть повторно-жильные льды, в районе города Якутска, такие же там образуются разнообразные там выпуклости, там вот в Намцах, допустим, у нас американские горки тоже, это вот как раз повторно-жильные льды, вот такие же проблемы абсолютно, поэтому они вот нас, вот 4 специалистов пригласили к себе, и мы обучали, вот лично я обучал там 5 аспирантов, геофизиков, как правильно применять геофизику в этом, потому что очень узконаправленная у меня специальность геофизика крилитозона. Крилитозона — это как раз там часть, которая как раз 98% занимает территорию Якутии, поэтому в этой области таких специалистов очень мало, поэтому пригласили, и мы там работаем. Очень интересно узнать, каково же вот состояние, наверное, науки у нас в республике в плане привлекательности для молодежи. Много ли у нас вот молодых ученых? Я могу сказать, что сейчас престиж постепенно поднимается. Есть очень много, допустим, разнообразных фондов, которые поддерживают и финансирование. Грубо говоря, средняя зарплата научного сотрудника, средняя по региону должна быть 2 по региону. Грубо говоря, если у нас средняя 80, то средний где-то 160 тысяч должен получать. Понятно, что не все выдерживают там вот эти майские указы, там, президентские программы там, и так далее. Но тем не менее, во-первых, конечно, это же оплата сотрудников. К примеру, допустим, если молодой ученый, грубо говоря, после университета приходит работать, уровень зарплаты там, конечно, низкий. И это нужно, грубо говоря, выдержать, такая проверка. Человек пришел за деньгами или за знаниями, за творчеством. И поэтому в аспирантуре, конечно, несмотря на стипендию и там на зарплату, она достаточно низкая. Но после того, как он завершает аспирантуру и защищается, и у него там статьи, есть понятие такое, как показатель результативности научной деятельности. Если, грубо говоря, у тебя статьи хорошие есть, то у тебя зарплата очень сильно растет. И я могу сказать, что успешные ребята у нас, есть много таких примеров, которые получают очень хорошие деньги, имея там международные гранты, имея даже российские гранты РНФ. Я могу даже озвучить, это больше 300 тысяч в месяц. То есть они получают, это молодые ребята, которым там по 32, по 35 лет. Но это как история успеха. Конечно, в среднем, если посмотреть, то уровень зарплат в науке, она постепенно поднялась. В целом, это и престижно заниматься. Но опять же, я скажу, что есть тоже рейтинги журналов. То есть если ты публикуешь, нужно выбирать такие направления, которые являются передовыми. Грубо говоря, если у тебя очень интересные и только уникальные у тебя такие данные, к примеру, то ты можешь опубликоваться в таких рейтинговых журналах, которые там рейтинг очень высокий, импакт-фактор высокий, и тогда ценность твоего труда, потому что основной труд — это статьи, он повышается, и у тебя также, соответственно, повышается твоя зарплата и котируемость в мире. Грубо говоря, границ практически нету. И находясь даже здесь, в Якутске, тебя могут уже цитировать, грубо говоря, и в Южной Америке, и в Австралии, и так далее. То есть они смотрят, ты попадаешь в международную базу, и они смотрят, да, действительно, там есть, допустим, Иванов Иван Иванович, который опубликовал какие-то данные, и идут ссылки на тебя. И, к примеру, ты уже у тебя нету границ ни региональных, ни российских, и ты в мире уже такой в мировом сообществе варишься. Это тоже такой способствует притоку. И плюс у нас есть республиканские программы. Это вот сейчас гранты главы
это 500 тысяч тоже. Ну, то есть там такое, как опять посевное, то есть аспирант, он может участвовать в небольших грантах, как бы, чтобы получить какие-то навыки. Потом дальше идет, у нас фонд есть, научно-образовательный фонд поддержки молодых ученых, сейчас он начинает пополняться, там тоже есть грант академической мобильности, можно получить грант и поехать поучаствовать в конференции. Например, мы отдалены очень территориально, и вариться в собственном соку невозможно, то есть наука так не развивается. Поэтому ведущие научные школы все равно у нас остаются Академгородок, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. И чем чаще наши туда ездят и представляют свои данные на апробацию, чтобы их прям покритиковали, вот вам нужно так сделать, чтобы он изначально не ушел в неверном направлении. И также посмотреть, какой уровень науки там, чтобы в тренде быть. Конечно, сейчас век интернета, там все можно посмотреть, но навыки вот выступления, навыки вот этой вот дискуссии, научной, как бы, спора там и прочее, она, конечно, именно в конференциях развивается. И поэтому, когда человек там в течение года-двух подготавливает какую-то работу, приходит выступать, он там находит и консультантов, и оппонентов будущих, там, и видит, ну, там, как же все-таки образована там наука. И таким образом, чем больше людей вот именно научных ездят, тем они повышают свою квалификацию. А наши многие молодые ученые и ученые, они преподают в вузах. От уровня преподавания, квалификации преподавателя зависит уровень квалификации выпускника, то есть студента, который пойдет, если педагог, он пойдет в школу учить детей, или там медик, он пойдет лечить там граждан тоже. Поэтому я считаю, что вот эта вот сфера, она как раз очень важная для развития региона. Наш регион, он еще очень сильно отличается. У нас наука на хорошем уровне. Если сравнить ее с другими регионами, там, Дальнего Востока и Сибири, к примеру, Омская, Читинская область, да, у них нет научных центров. У нас есть научный центр и есть университет. Северо-Восточный федеральный университет создали именно в Якутии, потому что у нас есть хорошая научная база и был госуниверситет, хороший как бы. А, к примеру, Омская область, Чита, Забайкальский край, у них нет научного центра. И у них очень сильно как бы вот уровень культуры. То есть у них нету такого позитивного настроя у населения. То есть именно социально-экономическая часть как бы развития региона тоже очень сильно зависит от научной базы. Это фундаментальные базы, там, и прикладной и так далее. Поэтому вот этот потенциал не надо терять. Тогда будет как бы такое позитивное как бы, развитие региона. Нужно хотя бы сохранить, да? Да, сохранить, да, и развить. Да, Иван, спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Очень важные вещи озвучили. Надеюсь, что нашим слушателям будет интересно услышать. И хотелось бы, конечно, подольше поговорить и о будущем науки, да, нашей, и о привлечении молодых кадров в науку. Кстати, есть ли какие-то, может быть, современные проекты, например, на YouTube-канале или еще где-то, где вот интересующаяся молодежь могла бы узнать о возможностях, которые есть? Вообще процесс, он не такой быстрый. Допустим, переход, к примеру, от нашего старшего поколения, технологии очень быстро развиваются, и старшее поколение постепенно, медленно воспринимает. Допустим, дети очень быстро воспринимают как и языки, так и технологии. И поэтому вот эти тренды, которые сейчас есть, там, разнообразные соцсети, включая там и ТикТоки и прочее. Сказать, что есть передачи, к примеру, вот Николай Кирьянов, он тоже сейчас проводит, и в университете есть несколько. Вот сейчас я запускаю свою программу, авторскую передачу «Наука Лайф». В рамках интервью коротких, там, полностью с видео, мы хотим вот нашей командой создать такой канал, чтобы вот как раз касательно лесных пожаров, климата, потепления, вот таких глобальных процессов, что простым языком, с точки зрения науки, что думает, допустим, про вакцинацию, допустим, про там и так далее, которые действительно людей беспокоят, и это как первоисточники. Я лично слежу за Алексеем Хохлов, есть такой вице-президент РАН, он очень хорошие заметки делает по вакцинации, по вот как раз пандемии, он такой прямо очень ссылками на реальные факты, то есть там на статистике и так далее он приводит, он очень как бы такие интересные посты делает. И действительно очень, даже мне сложно найти хороший контент, чтобы как бы там те же подкасты и так далее, чтобы основное это просто идет на популяризацию, то есть им нужны какие-то такие больше хайпа, потому что там для них важно, типа подписчики, это важно там у них там количество это и прочее. Но то, что там происходит, допустим, не всегда тренд, то, что в тренде как бы. И действительно есть серьезная проблема в плане смещения. Это какой-то действительно очень быстрый процесс идет. Иногда даже думаешь, есть такая фраза «остановите, я выйду». И думаешь, почему, когда это произошло?
Когда я успел, когда это произошло, что я не заметил. Здесь надо тоже менять. Я знаю, что есть у нас очень такая талантливая и думающая молодежь, которые тоже не понимают этого. А есть, конечно, люди, это каждый должен выбирать. Это, опять же, и образование в том числе виновато. Допустим, я не сторонник ЕГЭ. Конечно, в плане, что равно возможности, это хорошо, но с части, я считаю, что советское образование, оно было очень серьезно. Ее воспринимают и на Западе, наоборот, ее в Канаде, они ее приняли, в Соединенных Штатах тоже ее принимают, в какой-то измененной форме, но в целом они все считают, что как раз советское образование дал серьезный толчок в мире. Все это действительно так. Пользуясь случаем, может быть, скажете пару слов, пожеланий тем, кто нас сегодня слушает? В первую очередь пожелать здоровья. К примеру, у нас, если основное смотреть, что относится к здоровью, это воздух и вода. У нас воздух — это очень важно, но мы не можем его поменять. А вода и питание, допустим, это тоже отдельный аспект. И второе, для того, чтобы продлить жизнь, нужно, я считаю, быть в гармонии с самим собой. Это быть честным, быть добродушным. И у нас очень много, допустим, я по утрам бегаю, и у нас люди не здороваются. К примеру, в Германии, я год жил, в Китае 3 года, контракт был в Канаде, и в других странах тоже, в Японии лекции читал. И люди, когда пробегают, они улыбаются и приветствуют друг друга. Они слушают наушники, конечно, может и не слышно, но они поднимают руку, либо улыбаются, good morning, идет какое-то приветствие, и тебе это действительно вдохновляет как-то. Ты идешь, уже позитив идет. И много людей улыбается. У нас немножко люди за счет того, видимо, что северные люди, я знаю, что у нас как раз северное гостеприимство, все люди добрые, но просто за счет того, что, возможно, жизнь очень такая сложная, тяжелая, много проблем в основном, Поэтому люди немножко закрыты. Это мы можем решить, есть такие социальные законы, где, грубо говоря, 10 человек, если 3-4 человека начинают что-то делать, то это они могут изменить. Поэтому я пожелаю нашим радиослушателям быть немного добрее и внимательнее друг к другу, то есть относиться по-доброму, потому что законы физики, они везде прописаны. Я вообще сам агностик, я не отношусь к научному атеизму, и поэтому все гармонично. Допустим, есть положительное и отрицательное, и поэтому чем больше будет положительно, и необходимо, чтобы у нас именно как раз люди относились друг к другу с уважением, с пониманием, даже с какой-то любовью, что ли, такой отеческой. Тогда я думаю, что мы сможем вообще такой на позитивной ноте поднять. Это поднимает тоже в том числе все, и здоровье, и настроение, настрой, и эта эффективность и в работе, и в отдыхе. Поэтому опять, резюмируя это здоровье, и быть внимательным и добрее друг к другу. Спасибо большое, замечательное пожелание. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в студии был Иван Христофоров, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СОРАН и докторант Московского государственного университета имени Ломоносова. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Якутия в мире.